По мнению археолога Машковой, катакомбные захоронения у сарматских племен, живших в междуречии Волги и Дона и Южном Приуралье, составляют незначительный процент по отношению к другим видам погребальных сооружений. И они не только не предшествуют хронологически северокавказским катакомбам, а появляются позже, что видно по погребальному инвентарю. Очевидно, катакомбы у сарматов междуречия Волги и Дона появляются во II-III веках нашей эры под влиянием северокавказской традиции. Все археологические материалы с территории первоначального расселения ираноязычных сауроматов-сарматов говорят о том, что невозможно увязать между собой два господствующих в науке положения. С одной стороны, отнесение Алан к кругу ираноязычных сармато-массагетских племен, с другой – привнесение сарматскими племенами на рубеже нашей эры катакомбного способа погребения на Северный Кавказ. Ранее Крупнов пришел к выводу о том, что аланы, занимавшие территории почти от Дагестана до Прикубания, являлись родоначальниками не только осетин, но и других народов Северного Кавказа, в частности чеченцев-ингушей. При этом он опирался на антропологические исследования, согласно которым население равнинных районов Северного Кавказа и горной зоны в начале нашей эры относилось к одному и тому же антропологическому типу. В указанный период на этой территории не произошло смены местного населения, и аланы могли быть только нахским племенем. Самым удивительным является тот факт, что, обнаруживая полную несостоятельность теории иранского происхождения алан с точки зрения археологии и антропологии, большинство исследователей даже не пытались поставить под сомнение их ираноязычность, ссылаясь при этом, как на бесспорный аргумент, на статью Абаева в монографии «Осетинский язык и фольклор». Абаев приходит к выводу об иранском происхождении аланского языка всего лишь на основе двух коротких фраз. Аланские предположительные вставки в тексте Теогонии византийского писателя XII века Цеца и зеленчукской надписи на могильной стеле. Аланская фраза в прочтении Моравчика воспроизводится Абаевым следующим образом. «Добрый день, господин мой, повелительница, откуда ты? Тебе не стыдно, госпожа моя?» Все слова в греческом предположении писались слитно, и разделить их, не зная языка, очень сложно. В аланской фразе, написанной греческим письмом, это практически невозможно, даже если рядом дается параллельный перевод на греческом языке, так как порядок слов предложения в этих двух языках, вероятнее всего, не совпадал. Абаев разбивает аланскую фразу на отдельные слова произвольно, но даже это не помогает ему найти соответствующие параллели в современном осетинском языке. Чтобы прочитать аланское приветствие, приведенное у Цеца как осетинское, исследователю приходится совершать абсолютно неубедительные экскурсы в историческую фонетику осетинского языка. Аланская фраза Цеца вряд ли может быть достоверно прочитана, и, соответственно, невозможно определить ее языковую принадлежность. При дешифровке средневековых надписей нужно учитывать, что осетинский язык имеет довольно большой и древний пласт лексических заимствований из нахских языков. Об этом, кстати, пишет и сам Абаев в той же монографии, цитирую. «Среди всех неиндоевропейских элементов, которые мы находим в осетинском языке, нахский элемент занимает особое место не столько по количеству, сколько по интимности и глубине вскрывающихся связей. Кавказская языковая среда наложила заметный отпечаток на все стороны осетинского языка – фонетику, морфологию, синтаксис, семантику, идиоматику. В формировании осетинской этноязыковой культуры кавказский элемент участвовал не только на фактор внешний чужеродный, но также как фактор внутренний, органический, как подпочвенный слой, на который сверху наложился слой иранский,
Конец цитаты. Не более достоверной является трактовка Абаевым и Зеленчукской надписи. Надпись эта была обнаружена на каменной могильной плите на берегу реки Зеленчук на территории современной Карачаево-Черкесии. Она была датирована археологом Миллером XI-XII веками нашей эры. Миллер прочитал ее следующим образом. «Иисус Христос, святой Николай, Сахира сын Бакатар Бакатая, сын Анбал Анбалана, сын юноши, памятник юноши Иры». Соглашаясь в общем с этой трактовкой, Абаев предлагает свой вариант почтения надписи. «Иисус Христос, святой Николай, Сахира сын Богатар Богатара, сын Анбалан Анбалана, сын Лак, их памятник». Версия Абаева является более логичной, за исключением трактовки предпоследней и последней строк. Если следовать логике прочтения предыдущих строк, мы должны прочитать «Анбалана сын Лакани». Вряд ли является возможным прочтение последних слов как «их памятник». Это не вписывается ни в одну из формул надмогильных надписей, а, как известно, жанр эпитафии был довольно консервативным. Надпись без больших затруднений читается на основе морфологических норм современного чеченского языка. Во-первых, в чеченском языке соблюдается та же последовательность употребления имен отца и сына. Во-вторых, притяжательный падеж является обычным для многих чеченских диалектов и в разговорной речи. Исходя из того, что аланский язык был именно нахским, мы предлагаем следующее ее прочтение. Иисус Христос, святой Николай, Сахира сын Богатар, Богатара сын Анбалан, Анбалана сын Лакани, в память, в посвящение. Следовательно, мы можем считать зеленчукскую надпись, датируемую исследователями X-XII веками, древнейшей письменной фиксацией аланского или средневекового нахского языка. Косвенным подтверждением этому может служить существование надписи, состоявшей из двух строк и выполненной также древнегреческим письмом на камне основания одной из башен Кирды в Аргунском ущелье. Уже во II веке нашей эры Алания воспринимается как единая территория, а аланы как одно из могущественных племен Северного Кавказа, в руках которого сосредоточены стратегические пути из Европы в Закавказье. В III-VIII веках Алания находится в зоне передвижения многочисленных диких кочевых племен, прежде всего гуннов, которые превращают в руины и пепелища городища и поселения алан. Их влияние в регионе заметно ослабевает. К этому времени относится первая волна миграции алан и равнинных нахов в горные районы Кавказа. Однако, несмотря на нашествие гуннов, долины и предгорья Северного Кавказа продолжают населять нахские племена, которые ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием и отгонным скотоводством. В данный период на этой территории возникает большое количество земляных городищ, окруженных глубокими рвами, насыпными валами, башнями и цитаделями. В V-VII веках аланы находятся уже в более мирных отношениях с гуннами и участвуют в военных походах последних на Восточную Европу и Закавказье. В начале VIII века начинается новый период активности арабского халифата на Кавказе. Арабы захватывают Закавказье и часть Дагестана. Мужественное сопротивление цанаров и других горных нахских племен, прикрывавших проходы на Северный Кавказ, явилось непреодолимым препятствием для арабских полководцев в их продвижении и закреплении на территории Алании. Цанары неоднократно поднимались против арабов и обращали в бегство считавшееся непобедимым арабское войско. Мощное восстание цанаров, по сообщению арабского автора Аль-Якуби, произошло в начале IX века, когда к восставшим присоединились соседние племена.
Они обратили в бегство наместника халифа, тюрка Бугу аль-Кабира, который отличался особой жестокостью по отношению к населению завоеванных областей Закавказья. В X-XI веках политическое значение Алании вновь возрастает. Алания становится мощным государством, имеющим сильное и многочисленное войско и играющим важную роль на юго-востоке Европы. Арабские источники того времени сообщают о стране Алан как о богатой многочисленными крепостями и укреплениями. Аль-Масуди пишет об Алании как о сильном государстве, царь которого могущественен, мужественен, очень силен, ведет твердую политику среди царей. Территория Алании, согласно его информации, простирается от Сарира до Кашаков, адыгов. Аланский царь располагает крупным войском в 30 тысяч воинов. Согласно Ибн Русте, аланы делятся на 4 племени. Наиболее сильным и знатным является племя Дахсас, что может быть арабской версией чеченского Нахсас, одной из форм самоназвания чеченцев. Но междоусобные войны и борьба за власть между отдельными правителями приводят к ослаблению могущества Алании. Перед нашествием монголов Алания, согласно источникам того времени, была уже фактически раздробленной страной. После опустошительного нашествия Тимура на Кавказ Алания исчезла с политической карты мира, а оставшиеся в живых аланы ушли в горные ущелья, где проживали родственные им нахские племена.